2 кадровых сотрудника иностранных разведок и 397 агентов иностранных спецслужб, передает Радио Свобода. Путин выступил на коллегии ФСБ России, отметив, что в последние годы растет активность иностранных разведчиков. По его словам, они используют самые современные методы агентурной и технической разведки. Он призвал спецслужбы России пресекать попытки иностранных разведок получить доступ к сведениям политического, экономического и оборонного характера. По обвинению в шпионаже в России, в частности, задерживают граждан Украины. Так, в октябре 2015-го в России по обвинению в шпионаже приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины Юрия Солошенко. ФСБ заявляла, что он действовал от имени 2 украинских предприятий, чтобы купить запчасти к комплексам противовоздушной обороны Украины. Россия использует поставки газа как инструмент политического давления на Украину. Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета по международным делам Европарламента Дэвида МакАлистера и главы делегации Европарламента к Комитету парламентской ассоциации Украина-ЕС Дариушу Розатти, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе. Директор НАК «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко заявил, что компания потребует у российской фирмы компенсацию за разрыв договоров. Від «Газпрому» ми очікували отримувати 18 мільйонів кубів на добу. Зараз з Європи йде більше, ніж 26 мільйонів кубів. Ми, відповідно, купували газ за більш високою ціною, ніж за контрактом з «Газпромом». На 34%. Відповідну суму компенсації ми виставимо «Газпрому», про що ми його вже попередили. Ранее «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа Украине. 28 февраля компания НАК «Нафтогаз» сообщила о победе в Стокгольме над российским газовым монополистом в споре о компенсации на сумму 4 миллиарда 630 миллионов долларов за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. Осужденные российским судом в аннексированном Крыму Николай Капетинский и Александр Данильченко в начале 2000-х не руководили организованной преступной группировкой «Башмаки». Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил народный депутат Украины, бывший начальник Главного управления МВД Украины ВРК Николай Паламарчук. «Сегодня в деле башмаков смешались политика и криминал», — сказал он. В 2002 году депутат вел дело этой банды. Экс-глава крымского главка добавил, что они проходили в деле как члены банды, но не как лидеры. 1 марта подконтрольной России Верховный суд Крыма вынес приговор 2 участникам преступной группировки «Башмаки». Николая Капетинского приговорили к 11 годам тюрьмы. 2 фигуранта дела Александра Данильченко суд освободил из-за истечения срока давности. Самую большую в мире шевченковскую писанку к 204-й годовщине со дня рождения украинского художника и поэта Тараса Шевченко представили в Киеве. В течение 7 дней яйцо раскрашивали студенты КНУКи вместе с заслуженной художницей Украины Натальей Лопуховой. Надписи на писанке также оставили дипломаты из Грузии, Словении, Казахстана, Болгарии и Палестины. Я писал имя Тараса Шевченко по-арабски. Имя такого человека, как Тараса Шевченко, стала известна не только в Украине, и за пределы Украины, далеко от Украины. А ранее главы и представители посольств прочитали заповедь в рамках видеофлешмоба «Тарас Шевченко. Заповедь єднає світ». Сегодня 7 улиц Симферополя будут отключены от электроэнергии в связи с проведением регламентных работ. Об этом сообщает сайт администрации Симферополя. Речь идет об улицах Интернациональная, Инге, Житкова, переулке Крылова, Полигонной улице и переулку Полигоны, говорится в сообщении. Электричество будет отключено с 8 часов и до 16. В аннексированном Крыму, несмотря на заявление о запуске 3-й нитки российского энергомоста весной 2016 года, практически ежедневно потребителям отключают свет. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов выше 0, временами облачно. В районе Чонгара и Новоалексеевки синоптики обещают плюс 11 и дожди. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, у микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в 8:35 и 13:10 на Крымском полуострове и в 7:35 и 12:10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905. Тема дня. Итак, в Крыму сообщили о намерении требовать от Германии выплаты репараций за события оккупации Крыма во время Второй мировой войны. Репарации эти предполагаются в пользу крымско-татарского народа. Почему подконтрольные России представители Духовного управления мусульман Крыма заговорили о репарациях от Германии? Воспримут ли эту идею за пределами Крыма всерьез? Как Украина должна реагировать на такие заявления? И не стоило ли в данном случае прежде всего потребовать репараций от России? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Вспомнить все. План по взысканию репараций с Германии представили на первом внеочередном съезде мусульман Крыма. Форум прошел в Симферополе в феврале. Участники религиозного собрания потребовали возместить ущерб, причиненный Крыму в годы Второй мировой войны. Депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек также присутствовал на форуме. Он заявил журналистам, вопрос компенсации не просто материальное требование. Его следует расценивать как напоминание о трагедии. Принимается решение о истребовании репараций с правительства Германии за потери, которые понесли в период немецко-фашистской оккупации. Естественно, это будет не только голос крымско-татарского народа. Сегодня съезд, уверен, поддержит решение съезда и все крымчане. 5 марта заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов рассказал о создании дорожной карты по взысканию репараций. По его словам, ущерб оценит специальная комиссия из историков, социологов, экономистов и юристов. После аннексии полуострова России Духовное управление мусульман Крыма перестало координировать свои действия с Меджлисом крымско-татарского народа. Оно прошло повторную регистрацию, как того требовало российское законодательство, и получило название «Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя». Крым в центре внимания. Это радио Крым Реалии, напомню вам. И напомню вам также, что мы открыты для всех точек зрения. Для того, чтобы выразить свою точку зрения, вы можете позвонить в наш эфир. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, для вас есть номер 044 490 2905. И начать обсуждение этой истории я предлагаю как раз-таки с точки зрения Айдера Исмаилова, заместителя муфтия подконтрольного Кремлю Духовного управления мусульман Крыма. Было сожжено за время оккупации 127 крымских сел, из них 112 это крымско-татарские, мусульманские села, другие греческие, русские и так далее. Этот вопрос уже мусульманами Крыма и крымскими татарами изучался, и проводилась некая работа по, скажем, сбору документов еще в 93-м году, 92-м или 93-м году, но тогда хода этому делу не дали, поэтому мы просто оживили именно то дело, реанимировали, которое было начато еще раньше. Почему именно сейчас? Потому что в 2014 году президентом Российской Федерации был издан указ о реабилитации народов, подвергшихся политическим репрессиям по национальному признаку. Исходя из того, что нас реабилитировали, мы можем смело о себе заявить, потому что, как вы знаете, депортация именно 1944 года, да, она происходила по причине вменения нам, крымским татарам, в вину, что мы сотрудничали с немецко-фашистскими войсками, что мы, по сути дела, сотрудничали с
оккупантами. Поэтому вот данный указ, он снимает с нас вот ту тяжесть оков, которая продолжалась на протяжении больше полувека, и поэтому мы можем спокойно, смело заявить вот теперь о тех правах, наверное, о которых нам было тяжело заявлять до этого. Мы это делаем как автохтонное население Крыма, не от там Российской Федерации, да, мы это делаем как мусульмане Крыма, как крымско-татарский народ. На съезде мусульман Крыма и крымско-татарских общественных организаций мы получили эти полномочия со стороны вот представителей мусульман, мусульманского населения и крымско-татарского народа. Они одобрили данную инициативу, и мы вот будем создавать сейчас комиссию, потом подгруппы, соответственно, будем это все изучать вместе со специалистами, высчитывать сумму ущерба и, соответственно, перекладывать это на юридический язык и обращаться к Германии, Румынии, возможно, Италии и Японии. Итак, это были слова Айдера Исмаилова, заместителя муфтия подконтрольного Кремлю Духовного управления мусульман Крыма. Это радио Крым Реалии. Мы открыты для всех точек зрения. Я напомню, номер телефона студии 8 800 10 06 926. Если вы нас слышите в Крыму, звонки на этот номер бесплатны. Для жителей материковой части Украины номер 044 490 2905. И перед тем, как поговорить с нашим экспертом, я предлагаю принять звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Доброе утро. Да-да, говорите. Я хотел бы высказать свое мнение, как Украине реагировать на то, что творится у них в стране. Но я думаю, все руководство Украины... Нас интересует ваше мнение, прежде всего, по теме программы. По теме требований репараций от Германии в пользу крымских татар, которые сейчас исходят из Крыма. Ну, это полоумные могут что угодно требовать, как бы на это не стоит обращать внимание. Но хотел бы также свое мнение высказать, что руководство Украины надо собраться и в эфире сказать, что нам надоело, что американцы нас используют как резиновое изделие. Ну, во-первых, вы, видимо, не разобрались. Я вас хотел попросить прокомментировать слова заместителя муфтия как раз-таки подконтрольного Кремлю Духовного управления мусульман Крыма, но, видимо, вам не важно, что именно комментировать. Давайте послушаем еще один звонок. Говорите. Здравствуйте, вы в эфире говорите, да, слушайте в телефон, не радиоприемник, телефон, да. Я хотел проконсультировать это, вот муфти выступил и говорил, что там Германия, а как они не предъявят претензии к империи российской? 18 мая, крымских татар, всех выслали в 44 году, всех выслали полностью все, крымских татар. Чего же они сейчас не предъявляют империи? Пускай он репарацию там выплатит именно тем татарам, которые погибли, которые были на высылках в Узбекистане везде, которые НКВДисты знущались над ними. Пускай предъявят империи, императору, пускай и он сначала выплатит, а потом предъявит Германии о том, что он меньше сделал вреда, а сейчас оккупировал Крым. То же самое унизил их, крымских татар. Пускай он тоже самое выплатит. Пускай решат этот вопрос, а потом тот решат вопрос. Это такое мнение мне от православного. Спасибо за ваш вопрос. Мы обязательно зададим его нашим экспертам. Давайте еще один звонок. У нас просто лавина звонков началась. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Доброе утро. Да, говорите. Странный вопрос. А Япония зачем? При каких делах к Крымскому полуострову? Это во-первых. А во-вторых, есть такое наследие, Советский Союз. С 55 года по 61 год все вопросы по репарациям были завершены. Советский Союз подписал соответствующие договора. Пускай почитает, может быть, а то вспоминаются слова Льва Толстого. Потому и такие-сякие, что ничего не знают и знать не хотят. Спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Вот такой спектр мнений от наших радиослушателей. Продолжаем эфир. С нами на связи Синавер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник, политзаключенный времен Советского Союза. Синавер, здравствуйте. Итак, первый вопрос. Как вам идея вообще, которую вот озвучил господин Айдер Исмаилов о требовании репарации от Германии в пользу крымско-татарского народа?
Ну, невзирая на то, что сам вопрос достаточно актуальный для для крымских татар, в данный момент я больше его склонен рассматривать, этот тактический ход, как пропагандистскую уловку с целью вовлечь крымских татар в процесс предстоящих выборов президента на полуострове. У нас еще один звонок из Крыма. Давайте вместе послушаем. Сорвался звонок, но я вам сейчас переадресую вопрос, который ранее задал наш слушатель нам в эфире. Не стоит ли потребовать, например, от России репараций за ту трагедию депортации, которая была устроена Советским Союзом? Этот вопрос уже процедурный, потому что, в принципе, СССР получил репарации от Германии за все то, что было совершено на территории бывшего СССР. И не только СССР. Кстати, СССР получал и за Польшу в том числе. Но это уже процедурный вопрос. Я исхожу из того, что сама процедура реституции, сама процедура возмещения материального ущерба, нанесенного крымским татарам, она предполагает в себя два момента. То, о чем говорится, за те деяния, которые были совершены в отношении крымских татар в годы войны, правда, почему-то, если мне память не изменяет, было, вообще-то, говорилось о 143 деревень. И, правда, когда говорят и греческие и так далее, насколько мне известно, греческая только одна деревня, это была Лаки, а все остальное это были крымско-татарские деревни. И другая часть – это в отношении крымских татар, понесенных в результате депортации и связанные с ней удержание в местах депортации. Это немножко, я же говорю, невзирая на актуальность самого вопроса возмещения материального ущерба крымским татарам, понесенным в результате Второй мировой войны и уже потом, скажем, депортации. Сам вопрос актуальный. Другое дело, что в данный момент это больше я склонен рассматривать как пропагандистский ход, направленный на вовлечение. Он очень сродни, знаете, того момента, когда, скажем, после оккупации 2014 года, когда началась насильственная паспортизация в Крыму, и в первую очередь крымских татар начали, знаете, паспортизировать через механизм предоставления неких льгот, как депортированных, но только вот через то, что они должны были получить, скажем, этот российский паспорт. Напоминаю, что с нами на связи Синавер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник, политзаключенный времен Советского Союза. Напомню также номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Повторю, 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. И вот были у нас два звонка от наших слушателей, но не дождались, наверное, того момента, когда мы их включим. Убедительная просьба, да, дождаться, пока наш эксперт завершит свою мысль, и мы обязательно с вами пообщаемся в нашем эфире. Итак, продолжаем разговор с Синавером Кадыровым. Синавер, вот такой вопрос, да, если мы уже заговорили о тех репарациях, которые могла бы Россия, да, выплачивать крымским татарам, но, возможно, мы будем свидетелями того, да, как новые претензии могут быть предъявлены к России, учитывая то, что сегодня происходит в Крыму. Не
исключено. Все зависит от того, как завершится этот процесс. Естественно, все эти моральные и материальные издержки и ущерб, который, в общем-то, несет сейчас несут граждане Украины, продолжающие оставаться на оккупированной территории, и в первую очередь крымско-татарское население, как коренное население, да. Угу. Итак, у нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем его. Возможно, есть вопрос к вам, Синавер. Да, говорите. Добрый день. Я по поводу данного вопроса, данной тематики. Вы знаете, то, что сейчас предпринимает Россия, это верх цинизма. У меня еще родители живые, отцу уже 87 лет. Он при попытке возвернуть дом, родительский дом, в котором он родился еще до депортации, натыкался на всевозможные препоны с заявлениями, что предателям мы ничего не возвращаем. Вот. Хотелось бы узнать, в контексте этих событий, которые сейчас освещают, как они пытаются вот это все решить с реституцией всего, чего они забрали у крымских татар. Спасибо. Благодарю вас. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму, если вы на материковой части Украины. Есть номер 044 490 29 05. Мы открыты для всех точек зрения. Продолжаем разговор с Синавером Кадыровым. Синавер, ваша реплика на звонок, который вы только что слышали. Ну, здесь, собственно говоря, комментировать очень сложно, потому что почему-то сказал позицию российских. Я не знаю, в данный момент это кто-то конкретное лицо и так далее, потому что в свое время, когда мы пробовали делать подобные шаги по возврату, да, незаконно изъятого имущества, у нас не принимали исковые заявления, аргументируя отсутствием закона по, скажем, реституции. В данный момент, в данном случае, я не знаю, о чем конкретно идет речь, и говорить, что это просто отказывают, аргументируя тем, что якобы предателем и так далее, это, немножко, мне кажется, не знаю, как комментировать, потому как заместитель муфтия в Крыму, он как раз-таки ссылается и аргументирует свою позицию, что есть закон России о реабилитации. Другой вопрос, насколько этот закон предусматривает вопрос возмещения материальных убытков, понесенных в результате, опять-таки, депортации, наверное, да? То есть здесь я же говорю, учитывая действительно актуальность данной проблемы, и принято во внимание использовать, на мой взгляд, как маневр к привлечению. Понимаете? Здесь вот другого я, к сожалению, не вижу. Или к счастью. Да, спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Синавер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник, бывший советский политзаключенный. Далее, в продолжении эфира, я предлагаю послушать комментарии главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Две такие фейковые темы, которые подкинуты ФСБшными кураторами в Крыму. Это первое о том, что, мол, как раз настало время потребовать репарации с Германии за последствия тех разрушительных преступлений, которые были совершены фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны. И второй фейк – это то, что Крым намеревается судиться
расплачиваться с Украиной за последствия нехватки в Крыму электроэнергии, воды. Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание людей от вопиющих ежедневных преступлений, которые совершаются, собственно, русскими оккупантами против крымско-татарского народа, против граждан Украины других национальностей. Это отвлечение внимания и обман крымского общества, и это вполне осознанно запланированные такие информационные провокации. Всего несколько минут у нас осталось для общения со следующим спикером, но у нас есть звонок из Крыма. Все звонки для нас очень важны. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Говорить? Да-да, говорите. Алло. Мы вас слушаем, говорите. Я хочу сказать, вот мы жили при Украине. Сколько выделила Украина квартир для крымских татар? Сколько выделила квартир? И сколько выделила Россия? Сколько уже сейчас от российских, сколько сейчас татарских семей получила квартир? И в Севастополе, и в Симферополе, и даже в Керчи. Спасибо вам за ваш вопрос. Возможно, это станет темой одной из наших следующих программ. Единственное, что я могу отметить, что в Украине действовала и действует программа по обустройству ранее депортированных народов, да, и на строительство жилья для крымских татар регулярно выделяются деньги из государственного бюджета, насколько мне известно. Но тема интересная, спасибо за предложение. Продолжаем эфир. С нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, здравствуйте. Итак, давайте попробуем понять, зачем же в Крыму делают такие заявления, будут ли приняты они всерьез за пределами Крымского полуострова? Доброе утро. Значит, отвечая на вторую часть вашего вопроса, не думаю, что они как-то всерьез вообще будут восприняты вовне. Почему? Потому что в основном это все-таки для внутреннего пользования. Но это заявление сделано там представителями ДУМК и привязано, да, к вот этому новосозданному совету, да, такой квазилояльной организации, лояльной к российскому режиму. Если говорить конкретно о вопросах там компенсации за пострадавшую инфраструктуру там со стороны Германии. Мне кажется, что это в том числе и попытка как-то списать и крымских татар, в том числе вот в этот российский, значит, нарратив Великой Победы, с одной стороны, с другой стороны, выведя лояльных крымских татар из-под такого символического удара. Почему? Потому что ничего же практически не говорится вот в этих заявлениях о депортации со стороны Сталина, который в России героизируется. Ну и плюс сегодня мы видим просто еще попытку российской стороны создания структур такого квази-меджлиса, то есть структур, которые Россия называет меджлисом, которые контролированы ей, и вот это одно из направлений деятельности, подобная риторика. Напоминаю, что с нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, и вот вопрос, у нас буквально минута осталась. Перед вами Синевер Кадыров в нашем эфире сказал, что это такая попытка еще мобилизовать крымско-татарский народ на выборы президента России. Может ли вот это заявление быть частью такой кампании по мобилизации избирателей? Скажем так, сомневаюсь я, что эта попытка мобилизации будет удачной, хотя, собственно, не без этого. Почему? Потому что, один из основных, сейчас трендов, которые Россия, в общем-то, хочет в Крыму продемонстрировать, это высокая явка. Я думаю, что это будет всячески, пиарно показано, там, и какие-то избирательные участки, там, показательные выступления, значит, на выборах. В общем-то, посмотрим, что будет. Я думаю, что трендов тут на самом деле, связанных с выборами, они есть. Почему? Потому что выборы, сегодня, даже дата выборов, она приурочена и крымской теме со стороны Российской Федерации.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Юлия Тищенко. Мы завершаем этот тематический блок. Я напомню, что если вы слышите нас на средних волнах, то далее наш эфир вы можете слышать на частоте 105,9 FM, где мы вещаем круглосуточно. Также наши трансляции доступны на сайте Крым Реалии, на наших страницах в популярных соцсетях, таких, например, как Facebook. Вернемся в эфир через несколько минут. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Париже обсудили уничтожение ханского дворца в Бахчисарае. Россия использует поставки газа как инструмент политического давления на Украину, заявили в Европарламенте. Певица Ирина Билык признала Россию страной-агрессором, ей разрешили выступить во Львове. Сейчас подробнее. В посольстве Украины в Париже прошло мероприятие, посвященное состоянию культурного наследия в аннексированном Крыму с участием представителей ЮНЕСКО. Об этом Крым Реалии рассказала бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова. Она выступила с докладом о строительных работах, проводимых Россией в Ханском дворце. По ее словам, во время доклада она представила аудитории информацию о его состоянии. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца. В январе-феврале в бюджет Крыма поступило вдвое меньше денег в сравнении с 2017 годом, заявила подконтрольное Кремлю Министерство финансов полуострова. Как сообщила российская глава ведомства Ирина Кивика, всего поступило доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений в сумме 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Кивика отметила, что за первые 2 месяца этого года Москва выделила полуострову более 10,5 миллиардов. В декабре она признала, что Крым не сможет обойтись без дотаций из бюджета соседней России в течение ближайших 10 лет. Россия использует поставки газа как инструмент политического давления на Украину. Об этом говорится в совместном заявлении комитетов Европарламента. Авторы заявления приветствовали готовность Еврокомиссии выступить посредником в этой ситуации. 28 февраля стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу Украины» 4 миллиарда 630 миллионов долларов за недопоставку согласованных объемов топлива для транзита. Около 100 активистов националистических организаций во Львове заблокировали вход в Львовскую оперу, где ожидался концерт Ирины Билык. Причина протеста – ее посещение аннексированного Крыма 3 года назад. Активисты потребовали у Билык признать Россию страной-агрессором, а Крым – оккупированным. Она исполнила требования в день концерта. Політика держави Росії і політична еліта, так, вона є агресором. Крим окупований Росією? Хлопці, звичайно. Крим повинен бути нашим. После этого активисты пропустили людей в концертный зал. Сегодня в Крыму днем плюс 15, временами облачно, в районе Чонгара и Новоалексеевки плюс 11, дожди. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем мы эфир на частоте 105,9 FM, где мы вещаем круглосуточно. Также мы ведем трансляции наших эфиров, аудио и видео в сети интернет, на сайте Крым Реалии, а также на наших страницах в сети Facebook, на ресурсе YouTube. На сайте Крым Реалии вы также можете найти записи всех наших радиопрограмм, а также актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня.
Продолжим сегодня разговор о деле Хизбут Тахрир, по которому, я напомню, в Крыму преследуют несколько десятков уже человек. На каком этапе находится рассмотрение дел? Разрешают ли родственникам тех, кого преследуют по делам Хизбут Тахрир, посещать арестованных в СИЗО? О международных кампаниях в поддержку крымчан, удерживаемых за решеткой по религиозному признаку, поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Мне жалко его. Хороший он человек. И все правильно делает, и правильно нам все говорит. И еще, говорю, мне много не надо есть сладости. Дочь крымского мусульманина Тимура Ибрагимова не видела отца с октября прошлого года. 5 марта подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения 3 фигурантам бахчисарайского дела Хизбут Тахрир: Ибрагимову, а также Эрнесту Аметову и Серверу Зикирьяеву. Они будут находиться под арестом до 9 июня. Такой же срок нахождения под стражей ранее определили Сейрану Салиеву, Мемету Белялову и Сулейману Асанову. Адвокат Айдер Азаматов назвал решение суда необоснованным и чрезмерно жестоким. За последние 3 года ФСБ России объявила о ликвидации 5 ячеек Хизбут Тахрир в Крыму, 2 в Бахчисарае и по 1 в Симферополе, Севастополе и Ялте. Судебные разбирательства в отношении крымских мусульман, которых Россия подозревает в причастности к деятельности этой партии, длятся по сегодняшний день. 4 жителей Большой Ялты арестовали в феврале 2016-го. Муслим Алиев и Энвер Бекиров работали строителями, Вадим Сирук торговал цветами, а Эмир Усаин Куку занимался правозащитной деятельностью и состоял в контактной группе по правам человека. Еще 2 мусульман, Арсена Джипарова и Рифата Алимова, задержали через 2 месяца. Российский военный суд рассматривал ялтинское дело Хизбут Тахрир на выездных заседаниях в Симферополе, после чего арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону. В январе этого года Министерство иностранных дел Украины потребовало от России освобождения 6 обвиняемых по этому делу. Представители международной исламской политической организации Хизбут Тахрир называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. Они отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ей Крыму. Верховный суд России запретил Хизбут Тахрир в 2003 году, включив в список объединений, названных террористическими. Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Я напомню, что это прямой эфир, и в нашем прямом эфире может принять участие каждый наш радиослушатель. Сделать это очень просто. Достаточно позвонить по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Если вы хотите нам позвонить с материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляции наших эфиров в социальных сетях. Мы обязательно зачитаем все конструктивные комментарии, которые вы нам оставите. Я приветствую в нашем эфире Алексея Ладина, адвоката международной правозащитной группы «Агора». Алексей, здравствуйте. Итак, вот если пробежаться, да, по последним новостям, которые касаются вот этих дел, да, по Хизбут Тахрир, оставили под стражей фигурантов Симферопольского дела, Бахчисарайского дела, продолжается, да, нахождение их под стражей. Суды не воспринимают апелляции защиты. Можно ли говорить о тенденциозном подходе к рассмотрению дел Хизбут Тахрир? Возможно, есть какие-то изменения в последнее время? Ну, для меня то, что вы сказали, довольно очевидно. Я не раз уже это озвучивал, что дела Хизбут Тахрир, они являются политически мотивированными. И фактически суды не слушают никакие аргументы защиты и просто автоматически продляют сроки содержания под стражей и проводят судебные процессы. Что касается, допустим, конкретного дела, так называемой ялтинской ячейки, которая сейчас
слушается в Северо-Кавказском окружном военном суде, где я защищаю правозащитника Эмира Усейна Куку, то там допросили ключевого свидетеля, оперативника ФСБ, который, собственно, и осуществлял оперативную разработку. И для защиты вполне очевидно, что уже нарушается право на справедливое судебное разбирательство, так как его аргументы по обвинению носят теоретические выкладки и, в общем-то, не основываются на фактических обстоятельствах дела. А когда защита пытается задать какие-то конкретные вопросы по поводу источников осведомленности, свидетель обвинения ссылался на закон о государственной тайне и отказывался отвечать на вопросы. Ну, а какой фактаж вообще в свои показания подвел данный оперативник? Можете ли привести какой-то пример, чтобы наши слушатели понимали, насколько много вопросов может вызывать вот это дело? Ну, вот, например, обвиняют в подготовке к насильственному захвату власти и смене конституционного строя в Крыму. Насильственному, без какого-либо оружия, без какой-либо взрывчатки, без каких-либо фактических действий. И когда защита задает конкретные вопросы, в чем конкретно заключалась подготовка, вот, например, Эмира Усейна Куку к захвату власти, оперативник ФСБ начинал говорить теоретические выкладки о том, что организация Хизбут Тахрир при наличии адептов более 50% на территории определенного региона переходит к следующему этапу и захватывает власть. Но вопрос в том, что в Крыму проживает 2 миллиона человек, а даже по информации оперативников, членами Хизбут Тахрир является, 20-30 человек. То есть для реальности, даже фантазий ФСБ, необходимо, чтобы членами Хизбут Тахрир были 1 миллион человек. Что как бы абсолютно абсурдно и не поддается никакой логике. И тем не менее, им меняют особо тяжкую статью подготовку к насильственному захвату власти. Ну вот, учитывая такую несвязанную, доказательную базу, о которой вы говорите, по вашим прогнозам, примет ли суд ее во внимание и примет ли суд во внимание доводы защиты и вообще воспринимаются ли доводы защиты во время вот конкретно суда по так называемой Ялтинской ячейке? Вы знаете, прогнозы вообще вещь довольно неблагодарная. Если основываться на предыдущем опыте, то вот ровно с теми же доказательствами вменили ребятам так называемой Севастопольской ячейки участие и организацию в Хизбут Тахрир и осудили их. При этих же доказательствах дополнительно так называемой Ялтинской ячейки изменяет подготовку к захвату насильственной власти. Ну, у меня есть предположение, почему они эту статью вменили. Просто-напросто потому, что по тяжкой статье, а статья участия в террористической организации на момент возбуждения уголовного дела была тяжкая. Нельзя содержать в СИЗО более года. А так как у них срок содержания подходил к концу, и никто их не собирался выпускать, им вменили особо тяжкую статью. Поэтому у меня есть определенные надежды на то, что все-таки абсурдная статья подготовка к захвату власти на территории Крыма будет, так скажем, отпадать. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Ладин, адвокат международной правозащитной группы «Агора». Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Я повторю, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией. Мы есть практически во всех популярных социальных сетях. Контакты редакции вы можете найти на нашем сайте и связаться с нами, предложить свои темы для программ, либо материалы, которые, по вашему мнению, могли бы привлечь наше внимание. Продолжим через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о делах Хизбут Тахрир. С нами на связи Айше Асанова, жена фигуранта бахчисарайского отдела Хизбут Тахрир Марлена Асанова. Айше, здравствуйте. Знаете, вот когда мы говорим о политически мотивированных делах в Крыму, здесь очень важно показать человека, которого преследуют по этим делам, к мотивированности которых вот у адвокатов, например, возникает очень много вопросов. Расскажите, пожалуйста, нам о вашем супруге, чем он занимался до того, как был задержан силовиками. Мой супруг Асанов Сулейман занимался, как обычный гражданин, законопослушный прежде всего. За 25 лет проживания в Крыму он не нарушил ни один закон. Доброжелательный, отзывчивый, соседи все отзываются очень хорошо. Проучился в школе, закончил университет, работал. У него профессия филолог, он работал преподавателем в школе. Затем решил развиваться и открыл собственное дело. То есть работал, всегда протягивал руку помощи. Он никому не отказывал, постоянно старался всем помочь. Ну а естественно, с 2014 года он тем более, когда его соотечественники попали в беду, он всем оказывал руку помощи, оказывал помощь как финансовую, так и физическую, семей навещал, которых вот задерживали, помогал этим семьям, постоянно был, общественной деятельностью занимался, то есть он видел, что нельзя оставлять в беде своих соотечественников, тем более детей, которые остались без отцов. И, естественно, он переживал, потому что его дети рядышком, он очень своих детей любил и представлял, как же этим детям, которые остались без отцов. И постоянно им помогал, куда-то вывозил, развлекал. И то, что в доме, чтобы также эти дети не нуждались ни в чем. Расскажите о том, как проводился обыск, как вообще начались, так называемые следственные действия, как ведется это дело, вот с вашей точки зрения, как вы это видите? Вы знаете, это то, что происходило у нас, я не могу назвать обыском, это было врывание в дом, не позвонив, не постучав, сразу выломав двери, это было в 6 утра. Ворвались вооруженные до зубов люди в масках. У нас двухэтажный дом, они сразу же в спальне поднялись в обуви, начали кричать, чтобы муж лег на пол, руки за спину, направили автоматы. Дети, естественно, испугавшись, у нас 4 детей, они начали плакать, потому что такое только в фильмах они видели. В реальности такого, естественно, они представить себе не могли. Они рыдали сильно, и один в масках так посмотрел на моего сына и сказал: «Не плачь, мальчик, мы кино снимаем». То есть это психику они нарушили детей. По сей день дети не могут прийти в себя. Моя дочка ходит за мной, она боится остаться одна. Везде вот я хожу с ней, даже в туалет. И боится, что могут прийти и постоянно спрашивают, а тебя не заберут. То есть настолько психика детей подорванная. И сейчас нам даже не дают ни свиданий, чтобы увидеться хотя бы через двухслойное стекло, с мужем повидаться, чтобы дети хотя бы повидали отца своего. То есть до сих пор не разрешают. Вот уже скоро будет полгода, как его забрали. И теперь, насколько вот мне известно, даже я составляюсь на суды хотя бы брать детей, чтобы они увидели своего отца. Но даже там детей не пускают на суд. Говорят, психику детей, чтобы не нарушать. Но они уже ее нарушили, понимаете? Вот такой парадокс получается.
Напоминаю, что с нами на связи Айше Асанова, супруга фигуранта бахчисарайского так называемого дела Хизбут Тахрир Марлена Асанова, Сулеймана Асанова. Айше, скажите, ну вот мы видим, что уже несколько десятков человек преследуются по этим так называемым делам Хизбут Тахрир. Почему ваш муж привлек внимание силовиков? Как вы думаете? Я думаю, он привлек свое внимание только из-за своей позиции, это активно помогать своим соотечественникам. Он не сидел на месте, он постоянно, как я уже говорила, переживал за них, за детей оставшихся, которые без отцов. И, естественно, им такие люди мешают, потому они хотят наш народ, чтобы каждый сидел дома и боялся каждый сам за себя. Но его позиция была в том, что мы должны быть едины, мы должны переживать за своих соотечественников и единоверцев, и не оставлять друг друга в беде. В единстве наша сила, он говорил. И поэтому, естественно, такие люди не угодны нашей стране. Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, это были слова Айши Асановой, супруги фигуранта бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Марлена Асанова. Мы продолжаем эфир. В продолжение я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру, выразить свою точку зрения. Если вы слышите нас в Крыму, для вас номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатно. Я повторю, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Мы продолжим через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. С нами на связи Оксана Покальчук, исполнительный директор Amnesty International Украина. Оксана, здравствуйте. Недавно вы были на суде в Ростове по ялтинскому делу Хизбут Тахрир. Интересует ваше впечатление о том, как рассматривается это дело, насколько убедительно выглядит доказательная база, которую собрало следствие. Да, здравствуйте. Мы следим за этим делом от момента, в общем-то, задержания Миру Хусейна Куку, в общем, начала даже преследования Миру Хусейна Куку. И сейчас, конечно, вот личное присутствие также показало вот наши, наверное, ожидания какие-то, которые были до этого. Говорили о том, что есть какая-то аргументация достаточная или что доказательства достаточные, ну, я не могу. То есть я как человек, которая там была, я видела, что, ну, например, Компанейцев, да, то есть этот работник ФСБ, бывший работник Службы безопасности Украины, который, в общем-то, это дело, так сказать, сфабриковал, да, он вообще периодически путался в показаниях, он не мог сложить все в какой-то единый процесс. Важно также, что он, в частности, потому что я слушала не только обвинительный приговор прокурора, но и вот допрос его, да, в процессе. Он в процессе допроса рассказывал очень много и долго о том, что такое Хизбут Тахрир, о их структуре, еще о чем-то. Но когда доходило до допроса, до каких-то фактических связях с фигурантами дела Хизбут Тахрир, ну, в общем-то, с задержанными сейчас, да, там, конечно, никакой, в общем-то, связи, ну, не было, потому что на самом деле он несколько раз даже подтвердил, что ему задавали вопрос, можете ли вы дать какие-то доказательства того, что были какие-то планы, например, у этой группы, да, какие-то связи с каким-то внешним агентом, да, который мог там управлять, например, этой, как он говорил, ячейкой крымской Хизбут Тахрира. Также он не мог доказать, что все между собой встречались, но при этом, ну, то есть все держалось на показаниях каких-то вот условных вот этих тайных свидетелей, да. Ну, конечно, мы следим, мы посмотрим, мы еще будем слушать этих свидетелей, что же и кто же они такие, но, понимаете, не может же все дело держаться на этих свидетельских показаниях. И там даже был один такой достаточно курьезный и грустный момент, когда один из фигурантов сказал, что ну, вы рассказываете нам, что мы такие
вот закрытые, такие тайные. Значит, мы так скрывали, что у вас даже никаких доказательств нет того, что мы вот так тайно встречались, что невозможно было даже нас словить, так как же, или там зафиксировать наши встречи, так как же свидетель какой-то, человек с базара, ну, я цитирую сейчас, может сейчас прийти и свидетельствовать в деле, которое, ну, если мы аж так скрывались. Но, в общем-то, на что Компанейцев сказал, почему же не может? Может, любой человек может свидетельствовать. То есть для меня это было таким, ну, прямым показанием того, что, ну, как бы у меня большие вопросы к этим, так называемым, в кавычках, тайным свидетелям. То есть правильно я понимаю, что на данном этапе, да, вот насколько можно судить из того, что вы увидели на судебных заседаниях в Ростове, можно сделать вывод о том, что силовики просто выполняют некую разнарядку, да, и просто нашли людей, на которых можно повесить данное обвинение. Ну, как бы мы, да, ну, как бы, это, вот я бы сказала так, мы, конечно, ждем, мы следим за процессом, за каждым процессом, мы на связи с адвокатами, со всеми, кто так или иначе имеет отношение к этому делу, для того, чтобы следить за ним, да, но вот из того, что есть на сейчас, из тех показаний, доказательств, из свидетельств адвокатов, которые мы слышали, из обвинительного приговора, ну, я не могу сказать, что есть какие-то объективные доказательства того, что это действительно была группа, которая, как там же есть две статьи, да, по которым их судят. Первое — это участие в террористической организации, а второе — это свержение власти, да, ну, то есть, это просто, честно говоря, немного смешно, потому что, как 6 человек, 6 мужчин, без оружия, без планов, без связей, без ничего собирались свергнуть власть. Это же невозможно. Перед разговором с вами мы разговаривали с супругой фигуранта бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Марлена Асанова. Говорили с Айше Асановой и спрашивали у нее, да, по каким мотивам силовики могли как раз-таки, вот их внимание мог привлечь ее супруг. Вы внимательно следите за историей эмира Усейна Куку. Я знаю, что признали его узником совести. По вашему мнению, почему вот, да, эмир Усейн Куку стал фигурантом этого дела, почему он привлек внимание силовиков? Это ведь не первый раз, да, когда вот он был задержан по делу Хизбут Тахрир, но это не первый раз, когда к нему применяли воздействие силовые структуры в Крыму. Конечно, вот в конце 2016 года мы издали наше исследование, которое называется «Крым во тьме». И там мы говорили, что де-факто власть в Крыму применяет такие формы вот преследований, да, к тем, кто проявляет инакомыслие, да, то есть как те, кто не согласны или каким-то образом проявляют активность, противодействие, да, существующей власти, де-факто власти в Крыму. И тут та же ситуация. То есть мы однозначно считаем, что эмир Усейн Куку преследуется сейчас исключительно по своим убеждениям. Он правозащитник, он член крымской правозащитной группы, он много помогал, пытался исследовать ситуацию, которая происходит с крымскими татарами, которые исчезают, и как бы делал много в этом направлении. А также, как мы знаем, он отказывался сотрудничать с ФСБ после того, как ему несколько раз предлагали, а также выкрасть и все остальное. То есть мы видим процесс, когда де-факто власть давила и до сих пор давит на этого человека такими методами просто для того, чтобы заставить его замолчать. То есть я правильно понимаю, что вот это дело, да, Хизбут Тахрир, массовое дело, мы говорим о различных группах, да, людей, которые были задержаны в разное время и в разных местах, но вот если так обобщить это дело Хизбут Тахрир, да, то одной из целей, да, по которым это политически мотивированное дело ведется, это как раз-таки заставить крымских татар, крымских мусульман замолчать. Ну, мне сложно говорить о всех делах, да, то есть мы можем себе представить гипотетически, что есть какие-то дела, о которых мы не знаем, в которых что-то где-то могло быть. Ну, как бы, да, то есть гипотетически где-то всегда остается какой-то там процент того, что мы чего-то могли не знать. Но все дела, за которыми мы следим, и те дела, которые мы исследовали, и те дела, которые, ну, как бы сейчас у нас на контроле, да, это способ
сделать так, чтобы люди, которые не согласны с существующей властью, люди, которые активны, люди, которые проявляют правозащитную позицию, да, в данном случае, это способ их замолчать. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Оксана Покальчук, исполнительный директор Amnesty International Украина. Напомню, что это радио Крым Реалии, и мы абсолютно открыты для всех точек зрения. Напомню, номер телефона, по которым нам можно звонить, когда мы ведем прямой эфир, 8 800 10 06 926. Звоните нам по этому телефону, если вы на Крымском полуострове. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. А также напомню, что вы можете писать нам в самых популярных социальных сетях. Мы присутствуем во многих. Пишите нам в Твиттер, пишите нам в Фейсбук, предлагайте свои темы программы. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров, смотрите записи наших эфиров. На нашем сайте вы можете найти новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Продолжим эфир через несколько минут. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд по делу Януковича намерен 21 марта допросить свидетеля из Крыма. Россия может вмешаться в выборы в Украине, заявил Порошенко. Пляж «Солнечный» в Севастополе не выдержал первого шторма. Сейчас подробнее. Оболонский районный суд Киева намерен 21 марта допросить по видеосвязи свидетеля из аннексированного Крыма Оксану Медиеву, которая будто бы ехала в автобусе, который в 2014 году майдановцы штурмовали под Корсунь-Шевченковским. Как сообщает Интерфакс Украина, адвокат Богдан Беленко также отметил, что у Медиевой паспорт гражданина России, просроченный украинский паспорт, поэтому она не может прибыть в суд на территорию материковой Украины. Суд в конце июня прошлого года начал заочное рассмотрение дела по обвинению в госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. События на Майдане расследуются в отдельном производстве. Президент Украины Петр Порошенко заявил об опасности вмешательства России в украинские выборы. Об этом он рассказал в интервью Financial Times. Порошенко также отметил, что пытается защитить граждан от опасности гибридной войны, включающей систему фейковых новостей и использования армии провокаторов и агентов в соцсетях. Поэтому, по его словам, в Украине прекращено российское телевидение и работа российских социальных медиа. Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Севастопольский пляж «Солнечный», который неделю назад открыл после реконструкции подконтрольной Кремлю губернатор Дмитрий Овсянников, снова нуждается в ремонте. Первый серьезный шторм сорвал металлические ограждения на пирсе, пишет местное издание «Форпост». Местные чиновники обещают, что в ближайшее время приведут все в порядок. Подрядчики, выполнявшие реконструкцию, в свою очередь заявили, что последствия будущих штормов предугадать невозможно. Журналист русской службы BBC Фарида Рустамова обвинила в сексуальных домогательствах депутата Госдумы России от ЛДПР Леонида Слуцкого. Она утверждает, что в ее распоряжении есть аудиозапись того, что произошло. BBC опубликовала расшифровку их диалога. По словам Рустамовой, год назад она пришла в кабинет к Слуцкому, чтобы получить комментарий о визите в Россию политика Марины Ле Пен. Слуцкий обвинения пока не комментировал. Фарида Рустамова стала третьей журналисткой, которая открыто обвинила депутата в сексуальных домогательствах. О подобном также заявляли зам главного редактора телеканала РТВА Екатерина Катрикадзе и продюсер канала «Дождь» Дарья Жук. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов выше 0, временами облачно. В районе Чонгара и Новоалексеевки плюс 11 дожди. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, поговорим мы о футболе. Чем живет крымский футбол на материковой части Украины? Что происходит с футбольными клубами в Крыму после аннексии полуострова? Поедут ли украинские и крымские болельщики на чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в России? Обсудим мы это с нашим гостем. У нас в студии Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма, фанат крымского футбольного клуба «Таврия». Олег, здравствуйте. Доброе утро. Да, первый вам вопрос. Что там остался еще в Крыму футбол? Не, ну, понятно, что футбол играют и во дворах тоже, и в Крыму тоже играют. Ну да, как мы знаем, в Крыму сейчас проходит дворовой чемпионат. Оттуда уже, кстати, недавно опять начали уходить игроки, которые ехали туда якобы на заработки. Вот такой, как Олег Гуменюк, недавно вернулся из Крыма и подписал контракт уже с одесской «Жемчужиной». Он сначала остался в Крыму, играл в ТСК «Таврия». Нет, он сначала уехал себе на родину в Одессу, потом перешел в ТСК, и сейчас уже обратно вернулся. Самое интересное, что когда я ему сказал, что, говорю, ты там ни денег не заработаешь, репутацию потеряешь, он мне удалил из друзей в Facebook. Ну, так бывает. Да. О том, что происходит в Крыму, и о том, что происходит на материковой части Украины с крымским футболом. А впереди события. В Херсоне готовятся к открытию Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018. Вот об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Футбольная перезагрузка. В Херсоне готовится к открытию Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018. Мероприятие состоится 12 марта. Среди команд-участников и симферопольская «Таврия». Об этом журналистам Крым Реалии сообщил гендиректор футбольного клуба Алексей Кручер. До российской аннексии Крыма «Таврия» играла в украинской премьер-лиге. В 1992 году она стала первым чемпионом независимой Украины. В 2014 году клуб прекратил свое существование. Вернуться в игру и возродить свою деятельность «Таврия» смогла только через 2 года. В августе 2016-го на материковой части Украины возобновила работу Федерация футбола Крыма. Начинал клуб с участия в чемпионате среди любителей, а в июне 2017-го «Таврия» дебютировала в украинской второй лиге. Главный тренер клуба Сергей Шевченко тогда рассказывал, команда очень старается оправдать надежды Федерации футбола Крыма, однако отмечал, «Таврия» нуждается в спонсоре. Крым — это Украина, и как раз опять этот турнир, но уже создание Федерации Крымской. Вот, это был сбор в Береславе. От этого все оттолкнулись. Вот, сказали, сможем. Мы сказали, мы очень сильно постараемся. Но я знаю, что этого очень многие хотят. Чтобы мы вышли в высшую лигу. Ну, понятно. 20 миллионов надо, да? После переезда на материк «Таврию» поддержал Международный профессиональный союз. УЕФА выделила 2 миллиона евро на развитие крымского футбола. При этом 1 миллион уйдет на полуостров. Там после аннексии Крыма создали свой клуб ТСК «Таврия». Вторая часть суммы направлена на создание большого стадиона для возрожденной команды в Береславе. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о крымском футболе. И если вам есть что сказать, вы можете дозвониться в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Я напоминаю, что в нашей студии гость Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Олег, итак, давайте начнем наш разговор вот как раз-таки с Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018. Наконец-то начнутся, да, эти мероприятия, которые пришлось перенести из-за погодных условий, насколько я знаю. Расскажите об этом, расскажите об этом кубке, какие команды будут принимать участие. Смотрите, что касается Кубка, да, действительно, он был немножко отложен на 2 недели аж из-за трудных погодных условий, просто
замерзло поле, ну и, в принципе, играть на таком покрытии было очень опасно, травматично и опасно. Потому, ну, если кратко о кубке, то этот кубок несет в себе две идеи. Это идеологическая, то есть то, что мы на территории материковой Украины пока что проводим турнир такой, как открытый кубок Федерации футбола Крыма. А вторая его цель — это дать возможность командам подготовиться к старту весенней части своих чемпионатов. То есть такие команды, как Таврия, Новая Каховка, Энергия Новая Каховка и Мир Горностаевка могут провести там ряд контрольных встреч на этом турнире, ну и, возможно, даже побороться за призовые места. Ну вот аннексия Крыма, она очень сильно ударила по футболу, по футбольным клубам. Если говорить о возрожденном здесь, на материковой части, клубе «Таврия», до аннексии Крыма «Таврия» играла в премьер-лиге, сейчас во второй лиге. Какое положение сейчас в турнирной таблице занимает клуб? Каковы шансы выхода выше, да, на уровень? Да, ну, клуб сейчас занимает шестое место в таблице. Есть шансы, конечно, что побороться и за призовые места в своей группе, если хорошо отыграем, скажем, третий круг. Но надо быть реалистами. Мы, конечно, будем стараться попасть в первую лигу по результатам этого сезона, но будем реалистами, что может это и не получиться. То тогда нам надо в любом случае усиливаться на следующий сезон, решать финансовые проблемы, которые есть у клуба, и, собственно, уже по результату следующего сезона пробовать выйти в первую лигу. Первая лига — это уже совсем другой уровень, и другая маркетинговая привлекательность клуба и тому подобное. Так что надо, конечно, туда стремиться. Футболисты. Что с футболистами? Много ли крымских футболистов играет в Таврии? Что с молодежью, которая хотела бы выехать на материк, учитывая ту сложность, да, те сложности, которые испытывают сегодня футболисты в Крыму? Мы об этом еще поговорим, о том, что там происходит. Да, что с футболистами? Ну, сейчас с Крымом связан только наш капитан Максим Логвиненко. Он играл в молодежном в Таврии Ю-21 еще до аннексии Крыма. Сейчас, к сожалению, такая ситуация складывается, что мы, конечно, готовы, и нам надо брать, хочется иметь в составе футболистов с Крыма, но тут возникает два момента. То есть либо футболисты, которые умеют играть в футбол или играли когда-то, они имеют такую, скажем так, грубо говоря, ватную позицию. Мы не можем себе позволить взять такого игрока, который имеет пророссийские взгляды. А с другой стороны, молодежь, которая сейчас в Крыму и хочет, и обращается к нам, мы ее не можем взять в состав, потому что они имеют откровенно слабый уровень игры. И, ну, тренер не может себе позволить взять, потому что перед ним стоят результаты, спортивные цели. Буквально вчера разговаривал с Сергеем Владимировичем, рано еще, конечно, об этом говорить. С Куницыным Сергеем, да? Говорить о деталях, но есть у нас, про то, что я говорил ранее, может в ближайшее время немножко сдвинуться с мертвого места процесс создания академии футбольной, куда мы можем с раннего возраста уже сможем брать крымчан, детей, подростков и, собственно, обучать их футболу. Но будем надеяться, что дело сдвинется все-таки с мертвой точки. Ну вот говоря о тех футболистах, которые остались в Крыму, вы приводили в самом начале нашей беседы пример Олега Гуменюка, да, правильно? Не то, что остались, они сознательно с материковой Украины, их туда заманили какими-то обещаниями, они туда поехали. Насколько характерна является вот история, да, господина Гуменюка, и какова судьба тех, кто сейчас играет в футбол в Крыму, пытается играть на профессиональном уровне? Ну, в Крыму нету, надо начать с того, что профессионального уровня футбола — это, скажем так, аматорский чемпионат, и он имеет аматорский статус в УЕФА. Ну, судьба такая, кто ехал туда за обещаниями, те уже, возвращаясь, поняли, что там дно, что там, наверное, единственный клуб, где более-менее, как мне говорят, платят какие-то деньги, это Крым-Теплица. Многие, кто там
знаете, как футболисты, пенсионеры, которые туда хотели уехать и продолжить карьеру, даже на стаканы случаи наступают, то есть там, скажем так, болото. И вырваться оттуда перспектив даже для молодого футболиста особо нету, потому что там тебя никто не заметит, и ты там будешь играть для 50 человек на стадионе, и тебя даже на улице не узнают, не то что какие-то агенты или скауты других клубов. Напоминаю, что у нас в студии Олег Коммуняр. К нашему разговору подключается Олег Щербаков, украинский спортивный журналист издания Трибуна.ua. Олег, здравствуйте. Итак, следите ли вы за крымским футболом, за тем, что происходит на Крымском полуострове, как там сейчас развиваются события, особенно после того, как исполком РФС был вынужден исключить крымские футбольные клубы из российского чемпионата? Добрый день. Ну, конечно, слежу, но не скажу, что есть это исключительно такие моменты, как последний с Юком. Снова проверил, посмотрел, где он играл. Если честно, тем потерялся, кто у них там, какие из этих турниров, проводимых под эгидой Крымского футбольного союза, выигрывал. Периодически слышу о том, что у них традиционно проблемы с финансированием и у Севастопольского клуба, и у других клубов. Единственный более-менее живой, стабильно живой клуб — это Крым-Теплица. Ну, а так, ничего исключительно всей этой составляющей следим за ним. А футбольной ценности этот турнир, конечно, никакой. Ну вот у нас не очень сейчас связь, но давайте попробуем поговорить дальше. По вашему мнению, возможно ли какое-то развитие футбола вот в том регионе, да, каким сейчас является Крым, когда даже для спортивных организаций Крымский полуостров является токсичным? Может ли здесь, например, вытащить, да, ситуацию, например, внимание и поддержка УЕФА, которая, несмотря на оккупированный статус полуострова, все-таки пытается там каким-то образом поддерживать футбол? Ну, нужно понимать, что УЕФА его поддерживает просто потому, что УЕФА заявляет о своей позиции, что футбол должен быть везде. Неважно, какой статус этой территории. Это исключительно поддержка, чтобы футбол не умер в связи с целой кучей, в связи со всеми этими событиями, сложностями, проводить там более-менее нормальные цивилизованные турниры. Но ни о каком развитии речи быть не может, потому что изолирован турнир. Никто из серьезных футболистов играть туда не поедет. Все, что мы слышали за последний год, это исключительно, я, например, помню, из футболистов, которые туда переехали, это ребята, которых обвиняли в договорняках из «Металлиста», кажется. А еще о каком-то серьезном... это любительский уровень чемпионата, он такие будет. И если учесть, что уже прошел не месяц, не полгода и не год, а он все такими остается, то ни о каком развитии речи быть не может. Ну, давайте от любительского уровня перейдем к футболу уровня мирового, да, поговорим о чемпионате мира 2018, который принимает Россия. Что об этом уже можно сказать? Ну, во-первых, да, это очень четкий контраст, который показывает вообще разницу между Крымом и соседней Россией, во-первых, да, когда в России будет играть футбол мирового уровня, в Крыму остается довольствоваться только любительским уровнем. Это, во-первых. А во-вторых, по вашему мнению, будут ли украинцы следить за событиями чемпионата мира в России? Как вообще Украина к этому относится, да, как украинцы относятся к тому чемпионату мира, который пройдет в России? Есть ли к нему внимание? Внимание, конечно, есть. И, конечно же, все его будут смотреть. Не могу сказать, что все, но большинство будет смотреть и следить за этими матчами. И я буду следить, и думаю, что невозможно проигнорировать форум такого масштаба. Другое дело, что
нам здесь нам нужно фильтровать все то, что там будет происходить, потому что мы понимаем, что насколько серьезно будут преувеличивать его значимость в той же России и да, насколько политическим может стать это событие? Любое событие такого масштаба, это серьезное, в том числе и политическое событие. Конечно, может и, конечно, станет. Мы можем даже на примере последней Олимпиады посмотреть Олимпиаду Южной Кореи, видеть, какой прорыв уже между Южной и Северной Кореей. Там 2 таких события произошло. И это уже абсолютно не спортивных. Я имею в виду присутствие там присутствие сестры президента Северной Кореи в Южной Корее. Понимаете, то есть вроде бы речь о спортивном событии, но одно из топ-событий, обрамляющих это спортивное событие, было абсолютно политическим. Поэтому, конечно, во время чемпионата мира по футболу могут быть и какие-то такие вещи. Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Щербаков, украинский спортивный журналист издания «Трибуна.ua». Возвращаемся к разговору с гостем нашей студии Олегом Коммуняром, вице-президентом Федерации футбола Крыма. Итак, Олег, относительно того, что сейчас происходит в Крыму. Вот мы послушали мнение Олега Щербакова о том уровне футбола, который сейчас в Крыму. По вашим мнениям, вы же общаетесь, да, с теми футбольными фанатами, возможно, которые остались в Крыму. Как вообще изменился крымский футбол? Что происходит на матчах? Приходят ли на матчи в Крыму люди? Нет, люди туда не то что совсем не приходят. Посещаемость матчей упала в сотни раз, потому что если там средние, там даже в плохие времена, последние Таврия, когда Таврия была под санкциями, то есть на футбол собиралось 3-4 тысячи людей. То есть сейчас... В Севастополе до 6 тысяч, да, насколько в Севастополе, да, при том, что у них всего стадион что-то там вмещал около 7, он всегда был забитый. То есть там большинство мест всегда были в начале сезона уже раскуплены по абонементам, а билеты в свободной продаже, их было очень тяжело достать. Сейчас в Севастополе побольше, говорят, и по статистике дает, чем в Симферополе посещение. Но все равно это на уровне там 100-200 человек, что как бы вообще несерьезно. То есть футбол в Крыму, может, еще даже на фоне всех проблем, происходящих в Крыму, стал людям неинтересен. И тем более такой чемпионат, как, согласен с Щербаковым, что это любительский чемпионат несерьезного уровня. Все-таки периодически, да, делаются заявления о том, что не так все плохо в крымском футболе и так далее. А зачем его продолжают тянуть? Если заинтересованность действительно в развитии этого вида спорта у тех, кто сейчас фактически контролирует Крымский полуостров. Вот Вадим Колесниченко, да, там председатель футбольного союза, если я не ошибаюсь. Витоха, да, а Колесниченко его заместитель. Да, как и все в Крыму, это имитация благополучия, что у нас все есть, мы ничего не потеряли, скажем так, импортозамещение, грубо говоря. То есть это имитация благополучия, может, кто-то на этом какие-то деньги зарабатывает. А так, чтобы кто-то был там серьезно заинтересован в развитии или мог это как-то серьезно развить. То есть заявлять можно, они же заявляют много чего вообще в целом и в Крыму. То есть также эти заявления, остаются только заявлениями. То есть реально, даже если бы они там были то есть реально у них даже нету каких-то способов повлиять на ситуацию. Что там с материальной базой? Мы понимаем, что да, сейчас есть проблемы, да, с поиском спонсора для крымского футбола и на материковой части Украины, и у того, что там осталось на Крымском полуострове. Но что с материальной базой, которая осталась в Крыму? Что с тренировочными базами? Что со стадионами непосредственно? Есть ли у вас информация? База Таврии, которая находилась в собственности Таврии, она поросла травой по пояс. Что касается базы Скиф, там как-то поменялся с помощью каких-то схем вроде собственник, там вроде какие-то тренировки проходят. Так что, так сказать, чтобы там какая-то инфраструктура, то есть все работают на отжатой или как какими-то образами заполученной украинской спортивной инфраструктуре. Да, они там начали сейчас реконструировать
стадион «Локомотив», косметический ремонт, который сейчас не «Локомотив». Но посмотрим, чем это закончится, закончат они реконструкцией или нет. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на YouTube, на сайте Крым Реалии. Присоединяйтесь, можете комментировать. Мы зачитаем обязательно все конструктивные комментарии в нашем эфире. Продолжим эфир через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Продолжаем эфир, продолжаем разговор с вице-президентом Федерации футбола Крыма Олегом Коммуняром и поговорим о том, что происходит на материке уже более подробно. В этом году Таврии исполняется 60 лет. Да, будет ли как-то это отмечаться? Будут ли какие-то мероприятия, приуроченные к этому юбилею? Ну, на масштабные мероприятия нужны хорошие бюджеты, которых мы не имеем. Мы лучше эти бюджеты вложим, собственно, непосредственно говоря, в команду. Но из таких, что в ближайшее время мы планируем, у нас будет новая юбилейная форма, в которой команда, надеюсь, успеет уже сыграть первый матч 31 марта. Если фирма, которая будет изготавливать, успеет. То есть и этой футболки можно будет приобрести в нашем онлайн-магазине фанатском. Ну, собственно, пока план мероприятия такой, еще, конечно, подумаем. Вчера на этот счет с Сергеем Куницыным разговаривал. Ну, что касается, конечно же, может, будет какие-то матчи, на которые приедут большее количество болельщиков из Крыма и проживающих на материковой части Украины, чтобы поддержать команду и, так скажем, отметить 60-летний юбилей, потому что это действительно серьезная дата, несмотря на то, что у нас сейчас не самые лучшие времена для команды, но команда, слава богу, живет. И... К материальной базе, да, давайте тоже вернемся. Сейчас, насколько я знаю, клуб базируется в Береславе. Что там, какой там стадион, хватает ли всего, да, необходимого для проведения тренировок, для совершенствования игроков? Да, собственно, стадион, он был осенью отреконструирован. Мы начинали чемпионат второй лиги играть в Новой Каховке на стадионе «Энергия». Сейчас вернулись в Береслав с помощью местных меценатов и береславского города Береслава. Мы смогли реконструировать стадион, то есть выполнить минимальные требования, чтобы на нем можно было играть матчи второй лиги. То есть немножко отреставрировали раздевалки, на трибуны поставили пластиковые кресла, и сейчас стадион около 700 человек вмещает. Ну, собственно, пока этого стадиона хватает ровно на город Береслав. То есть, ну, что радует, что береславская публика ходит на футбол, у нас почти всегда полный стадион, приезжают люди с Крыма, приезжают люди с материковой Украины. Тут, конечно, в этом плане у команды с поддержкой проблем вообще нет, в отличие, там, к сожалению, от некоторых клубов-переселенцев, которые даже сейчас в премьер-лиге играют. То есть правильно ли я понимаю, что сейчас, придя на матч Таврии, можно увидеть больше болельщиков, да, чем на тех стадионах, на которые привыкли ходить крымчане, да, которые были раньше заполнены? Ну, в смысле, больше, чем сейчас в Крыму, да, но меньше, чем когда-то в Крыму, скажем так. Ну, конечно, если там брать матч, если на Таврию в Береславе приходят 700 человек, у нас, по-моему, рекорд был с Металлистом матч, около больше 1000, то в Крыму на этот фейк ТСК приходит 100 человек, ну, разница очевидна. Да, разница ощутима. Причем, что мы играем, ну, не в самом удобном месте, скажем так, для доступа для болельщиков с Крыма, потому что от Херсона еще 80 километров ехать. И там не совсем все хорошо с транспортом. Вот в конце, да, хотелось бы поговорить, конечно, о политике, вне которой футбол, но почему-то всегда, когда мы говорим о футболе, мы так или иначе затрагиваем политические темы, важные темы. Такого не бывает, все в политике. Для Крымского полуострова важные темы. Периодически я вижу, что вы выпускаете футболки, да, с номерами, с фамилиями крымских политзаключенных, да, вот одной из последних была футболка Владимира Балуха. Насколько важна сейчас вот поддержка
тех, кто находится в Крыму, тех, кто говорит о том, что Крым — это Украина, и тех, кого за это преследуют. У нас буквально минута осталась. Да, ну, безусловно, что надо поддерживать людей, тем более это делать публично. Как-то мы можем, ну, от Таврия, поскольку это публичное лицо, и фанаты ее привлекают к себе очень много интереса со стороны разных СМИ и прочих организаций, то, конечно, было принято решение поддерживать политзаключенных, говорить от них, потому что только так мы можем добиться того, чтобы каким-то образом их освободить, то есть включение их в списки для обмена или какими-то другими путями. Потому мы всегда поддерживаем наших политзаключенных и, естественно, будем это делать всегда, потому что это наше все общее дело и, скажем так, дело чести. Что нам повезло, что мы сейчас тут, а они, к сожалению, в заключении. Спасибо вам. Напоминаю, что в нашей студии был Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Следите за событиями Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018 на сайте Крым Реалии, либо можете прийти на матчи, да, я думаю, что будет интересно. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. В гостях у нас был Олег Коммуняр. Всего доброго. В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії. Вітаю вас! Це Радіо Свобода і програма, в якій ми традиційно про важливе й актуальне говоримо з вами і з експертами, шановні друзі. А в найближчі хвилини для обговорення ми обрали таку тему – наближення президентських виборів в Росії і в окупованому Криму. Україна називає ці вибори нелегітимними, втім російська влада заперечує і каже, що вибори там відбудуться. Тож, чи визнає світ легітимність такого голосування? Хтось надійшли спостерігачів, але їх буде небагато. Статус російський Криму ніхто не визнає. Чи поїдуть на російські вибори до окупованого Криму міжнародні спостерігачі? Як Україна має відповісти на прохання Ксенії Собчак відвідати Крим? Чи може міжнародна спільнота не визнати перевибори Путіна загалом? Про це поговоримо із вами, шановні друзі, а також з експертами в прямому ефірі. Я нагадую, що у вас для участі у програмі є багато різноманітних можливостей, адже Радіо Свобода є на різноманітних майданчиках. Нас можна дивитися на Радіо Свобода онлайн, це канал у Ютубі, слухати на SoundCloud, долучатися до обговорення в соціальних мережах, а також нас можна слухати на Радіо Крим Реалії, частота 105,9 FM. Долучайтесь. Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України. Отже, президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів засудити проведення виборів президента Росії в анексованому Криму і не відправляти туди спостерігачів. Крім того, раніше і він, і Верховна Рада закликали світову громадськість, міжнародні організації, іноземні уряди і парламенти не визнавати легітимність російських виборів на анексованому півострові. Поза тим, також вже з'явилася інформація, що буцімто Росія запросила близько 300 лояльних, так званих лояльних міжнародних спостерігачів, і деяких з них і стежитимуть за нелегальним голосуванням на території анексованого Криму. Далі про легітимність і нелегітимність російських виборів у Криму ми будемо говорити із гостями програми. З нами на зв'язку, як мені підказують, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Пане Борисе, вітаємо вас. Доброго ранку. А також кримський політолог, доцент Таврійського національного університету імені Вернадського Євгенія Горюнова. Вітаємо і вас, пані Євгенія.
Доброго ранку. Отже, панове, президент Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів засудити проведення Росією виборів президента в анексованому Криму і вжити всіх заходів, щоб не допустити міжнародних спостерігачів туди на півострів. Пане Бабін, запитання до вас. Чи ця наявність чи навпаки не наявність міжнародних спостерігачів у Криму може сприяти узаконенню результатів такого голосування? Звісно, ні, не може. Питання в тому, що Російська Федерація дуже активно намагається всіляко будь-яких іноземців в Крим затаскувати. Зазвичай це якісь політичні туристи, чи якісь дрібні політики там муніципального рівня, які, звісно, через певні корупційні зв'язки погоджуються на таку діяльність. Це все знають, є моніторинг цих подій, є відповідні притягнення до відповідальності, здебільшого, на жаль, заочно. Тому, якщо в Криму з'явиться ще одна група політичних туристів, які там будуть десь ходити і щось розповідати, це не юридично нічого не змінить. Крім того, можна вже одразу наголосити, що завдяки нашій позиції, доволі наполегливій, бо, на жаль, правоохоронні органи у нас, знаєте, завжди потребують, напевно, політичну позицію, все ж таки схвалено рішення, що буде відповідне провадження не лише щодо організаторів цих виборів, але й щодо тих спостерігачів, які будуть відвідувати Крим і уявляти себе як спостерігачі на виборах. Тобто вони будуть всі нести кримінальну відповідальність. Пане Бабін, а чи йдеться про відповідальність тих, хто, скажімо, буде працювати у так званих виборчих комісіях, маючи українські паспорти? Чи це нереально покарати таких учасників голосування? Ми це питання підіймали. Представництво опрацювало відповідний законопроект, подало на розгляд президентові України. І, відповідно, ми зверталися до правоохоронних органів. В чому тут є особливість ситуації? На жаль, на сьогодні, через певні позиції у Верховній Раді, на 4-й рік війни у нас немає спеціальної кримінальної відповідальності за взаємодію з окупаційною владою. Тобто, фактично, можна притягувати громадян України за відповідальність до державної зради. Відповідно, склад державної зради, який є сьогодні в Кримінальному кодексі, він потребує на докази, на активну позицію зрадника, яку слід довести. І тому я можу вам сказати вже як юрист більше, ніж як посадова особа, що якщо ми кажемо про членів Центральної виборчої комісії, чи, наприклад, про голів виборчих комісій, секретарів, чи заступників голів, тобто осіб, які добровільно беруть участь у відповідному процесі, перспектива судова статті «Державна зрада» в суді є. Відповідно, я вже казав вам, що завдяки певної політичної позиції правоохоронні органи зайняли конструктивну позицію і будуть відповідне провадження вести. З іншого боку, якщо взяти членів пересічних, наприклад, дільничих виборчих комісій, тут є питання, наскільки вони в цьому беруть участь добровільно. У нас є інформація, вона є з відкритих джерел, що росіяни масово примушують під страхом залишення робочого місця, певних тисків, людей брати участь саме у виборчих комісіях, як просто членів. Питання в цій ситуації щодо кваліфікації дій таких осіб було б простіше, якщо б ми внесли зміни в законодавстві. Але в будь-якому питанні можна запевнити, що голови, заступники голів, секретарі виборчих комісій, усі спостерігачі, які добровільно беруть в цьому участь, усі люди, які сприяють активно цьому процесу, понесуть кримінальну відповідальність. До речі, наприклад, зараз ми опрацьовуємо ще декілька категорій осіб, які сприяють виборчому процесу. Ми одразу вже сьогодні будемо направляти звернення до правоохоронних органів. Бо там є певні технічні структури, що забезпечують вибори, вони абсолютно добровільні, вони такі напівкомерційні, і їх керівництво також має нести відповідальність. Тобто тут ми працюємо певним фронтом, також, я сподіваюся, будуть санкції щодо тих осіб, які активно беруть участь в цьому процесі, зокрема щодо кандидатів, які беруть участь в цих виборах. І хочу принагідно звернути увагу, що усі кандидати, попри їх якісь політичні ознаки, вони активно беруть в цьому участь, і окремі з них явно користуються Росією для спроб легітимізації виборів в очах міжнародної спільноти, бо ці кандидати подаються Кремлем як так звані ліберальні, альтернативні. Хоча, звісно, це все порядок денний, повністю узгоджений з нинішньою авторитарною владою Росії. Також хотілося б
ще підкреслити, що ми знаємо, що після виборів, так званих виборів в Криму, після того, як Росія, як то кажуть, зробить свою картинку телевізійну, там буде посилена репресії. Для цього в Крим зараз переводяться масово силовики з регіонів Росії, де є великий досвід боротьби з власним населенням, то це Північний Кавказ, наприклад. І ми знаємо, на жаль, що там готуються дуже неприємні речі. Ви згадали ще про заяву Верховної Ради щодо цих подій. Нам дуже приємно, що Верховна Рада, до речі, почула наші пропозиції. Ми брали участь в засіданні комітету, дуже конструктивно обговорювали цей текст, і там є декілька таких важливих тез. Ключова для нас на сьогодні теза є те в тому, що ми не лише не визнаємо вибори на анексованій території, це аксіома. Ми також стверджуємо, що оскільки на анексованій території буде проводитись фейкове голосування в мільйонах осіб, бо вони там кажуть про мільйони виборців, мільйони надрукованих бюлетнів, і цей процес за визначенням є непрозорим, недемократичним, нетранспарентним, який повністю підконтрольній окупаційній владі, звісно, вони будуть повністю там фальсифіковані. А повна фальсифікація виборів в такому обсязі мільйонів бюлетнів, очевидна і наявна, вона дозволяє ставити питання про результат підсумку голосування, власне, виборів президента Російської Федерації, там, де вони можуть і мають проводитись, тобто на території Російської Федерації. Пані Горюнова, от ви чуєте тези пана Бабіна з приводу того, що Україна вже дуже чітко структуризувала ті питання, які стосуються відповідальності за участь у цьому нелегітимному, невизнаному Україною і міжнародним співтовариством голосуванні. Як ви гадаєте, ці запобіжники вже озвучені на офіційних майданчиках, стримають громадян, які живуть в окупованому Росією Криму, від цього голосування? Чи все-таки голосування буде масовим, буде активним і ніщо не стримає від того, щоб взяти в ньому участь? Ви розумієте, що для Росії це дуже важливі вибори саме на території Криму, бо це така остання фаза легітимації Росії на території півострова. Тобто це останній такий момент, пов'язаний з інтеграцією Криму саме в російське політико-правове поле. Тобто були вже місцеві вибори, були вибори, які Росія проводила до Державної думи, і ось тепер останні – це вибори президента Російської Федерації. І дуже важливо показати, що саме кримчані, вони за ці роки окупації, вони зовсім не розочаровані російською політикою, і що вони також прийдуть на виборчі дільниці. У лютому було проведено опитування, соціологічне опитування такою прокремлівською установою в ЦІОМ, і там були вже озвучені оці показники явки на вибори. Вони були десь близько 80%. Кримчан вважають оці автори цього опитування, що вони прийдуть на вибори. Тобто це майже така ж цифра, як і на так званому референдумі у березні 2014 року. Тобто ці 80% вони будуть забезпечувати їх у будь-який засіб, тільки щоб показати цю картинку, що дійсно вибори відбулися і вони були дійсно масовими. Тобто люди прийшли на виборчу дільницю. Яким чином це буде робитися? По-перше, безумовно, є співробітники бюджетних організацій, бюджетних установ, які будуть вимушені прийти на ці вибори, бо їх будуть лякати, що їх звільнять з роботи, якісь там стимулюючих будуть позбавляти, і все таке інше. Потім, безумовно, є ще один такий електорат у Путіна, по-перше за все, а також, може, там у інших кандидатів. Це пенсіонери, яких в Криму близько 600 тисяч. Безумовно, що всі вони, може, і не підуть, але досить великий відсоток цих пенсіонерів, вони будуть все ж таки на виборах. І тому бюджетники, пенсіонери, до того ж ми маємо додати ще силовиків, військових, тобто які будуть голосувати. І я так вважаю, що все ж таки 80% вони не зможуть дійсно отримати, але досить красиву картинку для російського телебачення вони все ж таки зможуть зробити і продемонструвати, що кримчани вони йдуть на вибори. Тому що в них дійсно немає іншого вибору у цих, наприклад, у бюджетників, і тому вони повинні будуть йти. Пані Горюнова, а скажіть, будь ласка, чи можна розраховувати на якийсь очевидний або реальний спротив? Хто може бути цим спротивом на окупованому півострові? Це може бути якась незначна частина проукраїнських активістів, якщо такі залишилися. Це кримські татари, з огляду на те, що голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров закликав не голосувати. Спротив якийсь може бути у відсотковому відношенні, на вашу думку?
Так, я думаю, що він буде. Але це буде такий спротив неявний. Тобто люди не будуть демонструвати, що вони не йдуть на вибори. Просто вони не пойдуть, якщо вони можуть це зробити, наприклад. Але що стосується кримських татар, зараз там йде дуже така активна обробка кримських татар для того, щоб знову продемонструвати, що кримські татари, вони з Росією, з Путіним. Знову ж повертаючись до цього опитування, яке проводили росіяни, там вони зазначили, що десь 60, може 62% кримських татар підтримують Путіна. Ну, якщо з інші там десь 90% вони так вважають, то серед кримських татар цей рівень підтримки нижчий, безумовно, але все ж таки вони будуть демонструвати, що і кримські татари також прийшли на вибори. Для цього зараз вже використовуються такі певні технології, тобто вони вже працюють з кримськотатарською інтелігенцією, вони створюють кримськотатарські проросійські організації або використовують ті організації, які є. Вони створили Раду кримськотатарського народу, яка буде працювати на інтеграцію, таке є завдання, на інтеграцію кримських татар до російського суспільства. А також вони використовують муфтіят, і заклики вже від муфтіяту йдуть про те, що потрібно йти на вибори, потрібно голосувати. Ну, тобто це така обробка, йде масова обробка населення, і я думаю, що вони все ж таки зроблять таку, знову ж таки, певну картинку на території Криму і в місцях компактного проживання кримських татар для того, щоб продемонструвати, що вони теж за Росію, що вони теж вже інтегруються і що вони теж йдуть на вибори. Хоча це буде зробити досить важко, але технології, ми розуміємо, вони за допомогою технології можна будь-що зробити, якщо є таке бажання. Пане Бабін, посол США в Україні Марія Йованович недавно нагадала зрештою позицію США, що Крим – це Україна і що Сполучені Штати не визнають виборів в окупованому Криму. Чи можуть Сполучені Штати чи інші країни Заходу через оцю нелегітимність виборів в Криму поставити під питання загалом голосування щодо виборів президента Росії? Чи може такий міжнародний сигнал Путіну вплинути на нього загалом з приводу деокупації? Можливо, зрозуміло, що це якась не рання перспектива, але тим не менше, якщо світ скаже, от вибори нелегітимні, тому що незаконні були передусім в Криму. Дивіться, Російська Федерація не є демократичною державою за визначенням. Пана Путіна, наскільки я пам'ятаю, переобирає там в 5-й чи в 4-й раз. Незалежно навіть від того, чи були вибори на окупованих територіях, чи не були, самі вибори по собі в Росії ніхто з цивілізованих країн світу не визнає ані демократичними, ані такими, що є легітимними. Але є два різних питання, які у нас постійно змішують. Є питання фактичного визнання влади і питання визнання демократичних шляхів її обрання. Так от другого все одно не буде. Чи будуть вибори в Криму, чи не будуть. Росіяни це знають. Те, що ми стверджуємо, і ми праві, що це додатковий фактор фальсифікації істотний виборів, це абсолютний факт. Вибори на окупованих територіях, засіб пропаганди, засіб фальсифікації. І, до речі, хотілося б додати до того, що казала шановна співбесідниця, що явку вони будуть малювати, звісно. Для них це дійсно головне. Для них головне продемонструвати, що люди пішли. Звісно, що явка вона буде в рази більше, ніж фактична. В рази там буде явка не вища, ніж на так званому референдумі. А так званий референдум, ми усі знаємо, це приблизно третина населення, когось обдурили, когось, як пенсіонерів, просто сказали, що там будуть роздавати цукерки. А вони, знаєте, на жаль, часто їх будь-за що проголосують, головне, щоб ковбасу роздавали. А більшість не пішла. Ви знаєте, навіть з офіційними відомостями так званих виборів, які вони проводили останні в Севастополі і в Криму, так звані довибори у відповідні органи влади, які там були проміжні, явка склала навіть з їх офіційними відомостями по Севастополю приблизно 25%. З усіма нарахуваннями. Їм буде дуже важко вибити цифру 80. І вони дійсно на це зараз націлені. Але повторююсь, те, що Росія є режим, а не демократично обрана влада, вже стверджується на рівні ООН Сполученими Штатами Америки. Воно вже є. Тобто, як, наприклад, і в Північній Кореї нічого не зміниться. Там же в Північній Кореї також вибори проводяться, я так розумію, якісь. Так само і буде і тут. Буде ставлення до режиму. І відповідно для нас на сьогодні ці вибори, так звані, це не засіб демократичного формування окупаційної влади чи взагалі влади Російської Федерації. Це просто такий у них піар-крок, це така велика політична потужна кампанія, яка є одним з елементів тої війни неоголошеної, яка фактично Росія веде проти цивілізованих націй світу.
І саме так її сприймають і Сполучені Штати Америки, і інші цивілізовані нації, як вказано в статуті ООН. І це всі прекрасно знають. Тобто вони це проведуть, ми будемо вести відповідне провадження, ми будемо доводити факти масового примусу участі громадян України в цих виборах. Повірте, нам це дуже просто зробити, бо на материк щомісяця виходять сотні тисяч кримчан, і вони всі будуть розповідати про що там відбувалося, розповідати і на протокол, і відповідні покази давати компетентним українським органам, і відповідні документи представляти про організацію фальсифікації і тиску і махінацій. Повірте, це буде для Росії наслідки, співставні з іншими, знаєте, останніми такими політичними скандалами. Пане Бабін, пані Горюнова, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо бесіду, але я би хотіла ще, щоб ми в цьому контексті, зокрема з точки зору права, послухали ще одну позицію. Зокрема, аналітика проекту «Рівний доступ до політики» Єгора Полякова, ми його перед ефіром запитали, і він каже, що якщо розглядати з правової точки зору, то вибори президента Росії не можуть бути легітимними, але міжнародна спільнота мало на що може вплинути. Давайте послухаємо разом, що каже Єгор Поляков. Об'єктивно, з законної точки зору ці вибори не можуть бути легітимними, але проблема ж, звичайно, в тому, що є законність, а є фактичне визнання. Той факт, що окупацію Криму не визнали, не означає ж насправді, що Росія не змогла там владу свою встановити і так далі. Відповідно, та сама буде ситуація із виборами. Я навіть не думаю, якщо чесно, що міжнародна спільнота не визнає дійсними вибори президента Росії, тому що вони розуміють, що об'єктивно це ні на що не вплине. Якщо ми перестанемо просто згадувати про цю тему, то, власне, чиї ж це інтереси, то є наші власні інтереси, і, відповідно, ми маємо, принаймні, в юридичному полі до цього апелювати. Скоріше за все, що наш голос почують, але ніяких дій за цим не буде. Ну, от бачите, пане Бабін, яка позиція? Що голос можуть почути, якесь там заочне засудження може відбутися, але не буде ніяких конкретних дій. І в цьому контексті, так думає, принаймні, експерт Поляков, і в цьому контексті я хотіла б вас запитати, якщо раптом приїдуть оці так звані 300 спостерігачів, про які в ЗМІ вже заявили, лояльних до Путіна на Кримський півострів, від якихось конкретних закордонних країн. Чи ці країни, уряди цих країн будуть застосовувати якісь санкції, покарання до тих організацій, які відрядили, чи до конкретних осіб? Як ви думаєте? Я думаю, що якщо наші правоохоронні органи займуть більш рішучу позицію в цих питаннях, то такі заходи будуть. Бо для того, щоб, наприклад, влада, я не знаю, умовно кажучи, Чехії, карала б якихось громадських активістів, які поїхали моніторити цей процес, звісно, що не безкоштовно, ми маємо провести відповідні провадження кримінальні і покласти нашим чеським колегам докази. У нас дуже часто це хромає по Криму через певні наші, на жаль, правоохоронні органи, які мають великий рівень політичної такої активності, але саме процесуальна активність у них з'явилася лише в останній період, і ми, до речі, цього дуже вітаємо, але це слід нарощувати. І тому тут м'яч на нашому полі, це не політичне, це суто юридичне питання переслідування, але підкреслю, що наявність певних там осіб там з паспортами Канади, завжди є, знаєте, міські сумасшедші і завжди корумповані особи в будь-якій країні, в Швейцарії, в Канаді і Франції. Хтось може приїхати, отримати кошти, сказати, я там спостерігач. Це ж ні на що не впливає. А щодо того, позиції міжнародної спільноти категорично не згоден з позицією те, що озвучували в ефірі, по одній простій причині. Міжнародний вплив, він завжди є таким, що не дуже помітний публічно, повірте. Так все злаштовано. Те, що російська влада нелегітимна, вже всі розуміють. Є декілька дзвіночків, які би, повірте, суспільство ніхто б не почув, ніколи б не почуло, але ми їх чуємо. Знаєте, і скандали з наркотиками, і скандали з обслуговуванням окремих олігархів. Повірте, це б ніколи не стало медійним, якщо хтось це дуже впливові на це не дав, як то кажуть, згоду. І такі дзвіночки, які в останній час йдуть, які прямо таки, знаєте, показують нам десакралізацію, делегітимізацію російської влади в очах світової спільноти, в очах міжнародних структур, їх іноземних партнерів, вони вже є. Після так званих виборів вони будуть посилюватись. І звісно, що всі розуміють, що в Росії ніколи не було виборів, і жодного разу керманич Росії з моменту утворення цієї держави не переходив на посаду шляхом демократичного обрання. Такого не було ніколи, починаючи там з Івана Грозного і до Путіна. Жодного лідера вони не обирали через громадське відкрите демократичне голосування. Всі ці розуміють.
Так, пані Горюнова, я хотіла вас ще запитати з приводу такого припущення, теж у ЗМІ його широко теж вживають, про те, що, скажімо, Путін може навіть особисто приїхати голосувати до окупованого Криму, щоб, так би мовити, засвідчити, який він господар, який він миротворець, як він дбає про кримське населення. Як ви гадаєте, чи може вдатися до такого кроку нинішній російський президент, який, очевидно, як виглядає, може і, напевне, стане знову наступним президентом. Чи може цей крок якось дійсно мати наслідки такі ментальні для кримського населення? Наскільки це важливо чи не важливо? Ну так, безумовно, є таке припущення, що Путін може приїхати навіть до Севастополя, де прогнозується найнижчу таку явку виборців. Як а це чому найнижчу? Поясніть нам, чому найнижчу. Тому що Севастополь більш розочарований політикою Росії. Тому що у Севастополі зараз взагалі не залишилося севастопольців у владі. Тобто там вся команда, губернатор, його заступники, ну і взагалі всі там очільники департаментів, все інше, це виходці з Росії. Тобто ті, хто приїхали з Росії, і севастопольців зараз до влади не допускають взагалі. Тобто вони відсторонені від влади. Тому що росіяни проводять дуже цікаву політику щодо міста, бо воно стає вже не таким, як воно було. І севастопольці, які дуже люблять свій город, своє місто, вони дуже розчаровані цією політикою. Саме тому, коли були вибори і коли не було взагалі жодного альтернативного кандидата Овсянникова, тому на вибори прийшло дуже мало людей. Бо вони не вірили, що щось зміниться на краще, і тому казали, чому туди йти. Саме Севастополь є проблемною зоною, тому з'явилося припущення, що може приїхати Путін для того, щоб підтримати оцей інтерес до виборів, для того, щоб показати, що він про все знає, що він дбає, як ви вже казали. Бо дійсно, якщо стосується не тільки севастопольців, але й кримчан, люди вважають, що деякі люди вважають, що Путін там нічого не знає, що тут відбувається у Криму. Якщо б він приїхав да подивився, як воно тут, то він би все змінив. Тобто і Овсянникова, може, прибрав, там і Аксьонова якось пожурив, і все таке інше. Але ж це може бути, але все ж таки я не думаю, що він поїде саме до Криму, виходячи з його, наприклад, речі, яка була адресована федеральним зборам, де тема Криму, вона взагалі вже не була, майже на неї не було ніякого акценту, окрім того Кримського моста, який там все зміниться в Криму. Тобто Крим, на мою думку, це вже така, все ж таки відіграна карта, яка вона була дуже актуальна усі ці 4 роки, а зараз, незважаючи на те, що дата виборів це 18 березня, тобто фактично день анексії Криму, але все ж таки я вважаю, що Путін не поїде до Криму, до Севастополя і не буде демонструвати особливої прихильності до цього регіону. Я думаю, що все ж таки все зроблять місцеві влади, тобто вони подарують Путіну ті відсотки, які йому потрібні, і таким чином вони продемонструють і свою лояльність, і свою роботу, і лояльність, скажімо так, Криму, кримських виборців. Пане Бабін, хотіла б запитати ще вашої думки на останні меседжі в пресі. Кандидат президента Росії Ксенія Собчак заявила, що звернулася в посольство України за дозволом на поїздку до Криму, каже, хоче з українського боку в'їхати. В посольстві кажуть, що ніяких звернень не було. Як Україна має реагувати на такий запит? Якщо от він не дійде, дозволити, то це означає, що дозволяється вести передвиборчу агітацію, таким чином визнавати легітимність виборів російського президента в окупованому Криму. Чи навпаки, якщо не дозволити, тоді будуть якісь вагомі підстави стверджувати, що от Україна діє там, забороняє навіть зі свого боку в'їжджати російським громадянам, теж порушує законодавство міжнародне. Як ви ставитеся до оцієї ситуації з Собчак? Я вже казав вам, що є люди, які чомусь вважаються в Росії опозицією, які в такому якості подаються російською владою міжнародній арені і іноземним організаціям. Це абсолютно підконтрольні російській владі структурі, і всі ми прекрасно розуміємо, що і пані Собчак, і пані Явлінський, вони відкривають і закривають рота лише коли їм показують різні, як то кажуть, частини тіла влади Російської Федерації. Тому це просто така провокація, одна з багатьох, такий, знаєте, спосіб покачати трохи ситуацію, бо у нас, знаєте, є все ж таки всередині України певна ще така окремих, знаєте, таких корисних дурнів Кремля, як я називаю, їх така, знаєте, надія на якусь демократизацію Російської Федерації, така, ось, давайте не будемо відштовхувати від нас їх опозицію, вона ж бореться з режимом. Вона не бореться з режимом, вона є частиною цього режиму.
І тому, звісно, що будь-яке взаємодія з будь-яким політиком, а сьогодні пані Собчак є офіційним кандидатом на вибори президента, так званого, для нас сьогодні неприпустимо. Якщо пані Собчак хоче приїхати, наприклад, в прокуратуру Автономної Республіки Крим чи головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим і дати покази, як вона співпрацює з організацією цього процесу в Криму, я думаю, ми можемо дозволити їй приїхати і дати відповідні покази. Але це знаходиться на материковій частині України, і для цього в Сімферополь їхати не потрібно. Пані Горюнова, ви теж вважаєте, що це піар-акція, така кампанія, піар-кампанія Собчак, і тут є підводні течії абсолютні в цьому запиті на в'їзд? Так, безумовно, це піар-кампанія, це здійснюється для того, щоб продемонструвати ось таку псевдоліберальну позицію, що і Крим, тобто він може і не російський, він може український, але все ж таки, ну і далі там дійсно крапки. Тобто, безумовно, що пані Собчак, це є повністю згодна з паном Бабіним, що це є частина режиму, і що все, що вона робить, це вона робить показово, безумовно, для певної знову ж таки частини російського електорату, намагаючись продемонструвати оцю ліберальність і те, що вона згодна до якоїсь дискусії з Україною, може, стосовно Криму. Але ж вона чітко сказала, що ми не можемо віддати Криму. Будь-який політик, який прийде до влади в Росії, він не зможе віддати Криму Україні. Ну і там певні умови, тому що там буде громадянська війна в Росії, ще щось таке. Тобто, безумовно, що ці люди, які вважають себе лібералами, вони лібералами не є, вони є такою кишеньковою опозицією, яка працює саме на режим, створюючи оцю таку умовну демократію, певну таку ілюзію демократії. Дякуємо. Так, але ці питання зрозумілі. Євгенія Горюнова, дякуємо, кримський політолог, була з нами на зв'язку, а також представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Говорили про те, чи може приймати Україна сприймати вибори президента Росії в Криму. В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії. І ще раз вітаємо всіх, хто стежить за розвитком подій разом з Радіо Свобода, хто на хвилі Радіо Крим Реалії, частота 105,9 FM. Також ті, хто завжди спостерігає за нами на Радіо Свобода онлайн на каналі YouTube, і хто стежить за нами у соціальних мережах і на сайті radiosvoboda.org. Шановні друзі, в найближчі хвилини ми будемо говорити про те, скільки українці заробляють, на що вони витрачають зароблене і на чому мусять економити. На жаль, в Україні є таке ганебне явище, як системна заборгованість представників бізнесу, господарського сектору перед своїми працівниками. Як заборгованість із зарплат впливає на рівень добробуту українських громадян, скільки коштів українці витрачають на продукти харчування і як вони можуть раціоналізувати свої прибутки і витрати. Ось про це ми будемо говорити з експертами. Запрошуємо і вас до обговорення, шановні друзі. Озвучені майданчики для цього вже є. Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України. Середня заробітна плата працівників підприємств, установ і організацій в Україні в січні цього року становила 7711 гривень, що більш ніж вдвічі перевищує мінімальну зарплату в 3723 гривні. Про це принаймні свідчать дані державної статистики. Більше половини заробітків українці витрачають на харчі, промислові товари забирають чверть доходів і близько 15% це витрати, зокрема, на комунальні послуги. Тим часом, за словами міністра юстиції Павла Петренка, заборгованість з виплати зарплати на сьогодні становить понад 2,5 мільярди гривень. Також міністр каже, що з 1 квітня запрацює новий процес стягнення заборгованості зарплати за прикладом, скажімо, стягнення заборгованості з аліментів, про що ми буквально нещодавно в ефірі говорили. Більше про доходи і витрати українців і про те, як домогтися виплати заробленого, але боргів, поговоримо з учасниками програми. Це сьогодні провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України Лідія Ткаченко. Пані Лідія, вітаємо вас.
Доброго ранку. А також із нами на зв'язку голова Комітету економістів України Андрій Новак. Пане Андрію, вітання і вам. Вітаю вас. Отже, панове, статистика свідчить, що за минулий рік українці стали більше заробляти і більше витрачати. Статистика. Чи означає